Здравствуйте, уважаемые коллеги. Информационное агентство «Татаринформ» рада вас приветствовать. Мы собрались обсудить и узнать о том, как будет жить Республика Татарстан с 30 октября по 7 ноября в нерабочие выходные дни. Наша пресс-конференция идет в режиме онлайн. Вопросы присылайте к нам в WhatsApp по номеру 8 927 037 91 10. Наши уважаемые спикеры: Лейла Ринатовна Фазлеева, заместитель премьер-министра Республики Татарстан; Марина Александровна Потяшина, главный санитарный врач Татарстана; Марат Наилевич Садыков, министр здравоохранения Татарстана; Алексей Владимирович Соколов, заместитель министра внутренних дел по Татарстану, начальник полиции; Рустем Равкатович Сибгатуллин, первый заместитель министра экономики Татарстана, директор департамента развития предпринимательства и конкуренции; и Айнур Газинурович Галимов, первый заместитель министра юстиции Татарстана. Лейла Ринатовна, традиционно первое слово вам. Добрый день, уважаемые коллеги. Вы все в курсе о том, что есть указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней, которые распространяются на период с 30 октября по 7 ноября 2021 года. В соответствии с этим указом ряд ограничительных мероприятий на территории Республики Татарстан дополняют имеющиеся уже ограничения. Хочу сразу оговориться, что меры на территории Республики Татарстан нужно рассматривать как более жесткие, нежели меры, которые определены в указе президента Российской Федерации, поскольку на сегодняшний день регионы имеют право установить дополнительные ограничительные меры для работы с противодействием коронавирусной инфекции. В связи с этим данные меры будут носить характер не только с 30 по 7 ноября, но с 30 октября на период до улучшения и стабилизации эпидемиологической ситуации на территории Республики Татарстан. Памятуя прошлый год, мы точно с вами помним о том, что многие меры были не только в период недель, которые ограничивали по территории Российской Федерации, вводили ряд ограничений, но и в том числе на территории республики эти меры продлевались на более длительный период до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Эта обстановка связана как с показателями заболеваемости, с показателями занятости коечного фонда, они связаны с показателями смертности, они связаны с показателями, которые коллеги курирующих ведомств Роспотребнадзора и Минздрава Российской Федерации и Республики Татарстан, соответственно, курируют в процессе противодействия коронавирусной инфекции. Если говорить о тех мерах, которые дополняются к ограничениям на территории Республики Татарстан, уже прописанным в постановлении 208 и дополнение в изменения в это постановление 208, то я хотела бы озвучить все эти меры. Я попрошу, уважаемые коллеги, не допускать разночтений наших с вами этих ограничений. Соответственно, если у вас будут появляться какие-то вопросы, то Оперштаб Республики является открытым, и мы все вопросы собираем, на эти вопросы отвечаем. Соответственно, у нас есть Оперштаб и его аккаунт в Минздраве, куда также поступают вопросы, которые непосредственно связаны с оказанием медицинской помощи. Работают горячие линии по каждому направлению. Это и в Роспотребнадзоре, и в Министерстве молодежи, и в Министерстве цифры. С 30.10.2021 года в дополнение к имеющимся уже ограничительным мерам вводится обязательная самоизоляция для граждан в возрасте старше 60 лет, которые не вакцинированы или не переболели в течение последнего полугодия. Уважаемые коллеги, ограничение касалось 65+, сейчас 60+. Второе. Требование предъявления гражданами старше 18 лет персональных QR-кодов для, первое, оказания им услуг общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, доставки заказов, оказания услуг общественного питания на территориях аэропорта, железнодорожного вокзала или автовокзалов, которые расположены на территории
Республики Татарстан. Банкетного обслуживания в организациях общественного питания. Следующее. Услуг в спортивных центрах, бассейнах, фитнес-центрах, аквапарков. Входа и нахождения в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах, объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей свыше 150 квадратных метров, а также помещениях общественного питания, объектов общественного питания. 400 квадратных метров у нас с вами сейчас 150. Запреты, в частности, распространяются на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также иных массовых мероприятий с участием граждан. Запрет на оказание в ночное время услуг общественного питания с 23:00 до 6 утра, за исключением оказания услуг на территории автовокзалов, вокзалов, аэропортов, а также дорожного сервиса, расположенного за пределами населенных пунктов. Запрет распространяется на работу в ночное время с 23 до 6 утра объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов и автозаправочных станций. Запрет распространяется на осуществление деятельности развлекательных центров и комплексов, развлекательных подразделений в торговых центрах, в торгово-развлекательных центрах, аттракционов, расположенных в помещениях, а также букмекерских контор, компьютерных и интернет-клубов, боулингов, ломбардов. На проведение ярмарок и выставок продаж товаров вне объектов розничной торговли, за исключением продажи товаров на открытых площадках. На оказание в ночное время услуг бань и саун. На вход и нахождение несовершеннолетних лиц в торгово-развлекательных центрах, комплексах без сопровождения родителей или законных представителей. С 15 ноября 2021 года для работы театров, кинотеатров, кинозалов, цирков, концертных залов, официальных физкультурных, официальных спортивных, культурных мероприятий будут повсеместно требоваться QR-коды. Повсеместно, оговорюсь, еще раз, 15 ноября, повсеместное требование к предъявлению QR-кода. Говоря о предъявлении QR-кода, хочу сразу обозначить одну позицию, которая подтверждает необходимость тому, кто предъявляет QR-код, подтвердить, что данный QR-код принадлежит ему. Подтверждение может производиться любым документом, удостоверяющим личность, а также теми же самыми справками с места работы, но с наличием фотографии, поскольку такие тоже имеют место быть. Один пункт, который я попрошу еще раз обозначить в целях выполнения указа президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года номер 595, в том числе определяется режим работы организаций культуры и здравоохранения, находящихся на территории республики в эти нерабочие дни, установленные обозначенным указом. Они должны обеспечить ограничительные мероприятия, соблюдение ограничительных мероприятий и оказать медицинскую помощь населению в полном объеме. По ряду позиций оказания услуг, связанных с объектами культуры, я проговорила, добавят мои коллеги. Один из пунктов, на который я прошу обратить внимание всех, кто так или иначе представляет организации и предприятия, работающие на территории республики. Организации, индивидуальные предприниматели должны определить численность своих работников, обеспечивающих с 30 октября
2021 года по 7 ноября 2021 года включительно их функционирования. Предприниматели, организации, индивидуальные предприниматели определяют количество персонала, которое необходимо для обеспечения функционирования учреждения на период выходных дней. Сами определяют на период выходных дней для обеспечения функционирования учреждения. Уважаемые коллеги, мы говорили в прошлый брифинг с вами о том, что на территории Республики Татарстан продолжают свою работу органы государственной и муниципальной власти, органы исполнительной власти, продолжают свою работу в постоянном режиме многофункциональные центры в связи с большим запросом от жителей Республики Татарстан на получение подтверждения учетной записи. Дополнительно сообщаю, что вместе с коллегами МФЦ работают волонтеры Министерства молодежи Республики Татарстан. Работают учреждения образовательные в течение всего периода. В течение всего периода обеспечивается процесс вакцинации. Еще раз повторюсь, что весь этот период, процесс вакцинации жителей Республики Татарстан будет продолжен в нашем установленном режиме. Дополнительно, в качестве подтверждения необходимости вакцинации, хочу привести один слайд и попрошу коллег поставить этот слайд. Если сегодня проанализировать две страны, Великобританию и Германию, которые имеют 70% и более вакцинированного населения, то результаты смертности на этих территориях и в этих странах гораздо ниже, чем у нас с вами в Республике Татарстан. С целью необходимого сохранения народонаселения, с целью влияния положительного на эпидемиологический процесс, происходящий сегодня на территории всей Российской Федерации и в Республике Татарстан, единственный способ противостоять процессу распространения коронавирусной инфекции был и остается вакцинация. Завершая свое выступление, хочу поблагодарить средства массовой информации за объективную, достоверную информацию, за то, что вы не даете возможности распространиться панике по тем или иным вопросам. Я думаю, что в течение этого периода ближайшего, выходных дней, у нас также с вами будут возникать ряд вопросов, на которые потребуются объяснения или потребуются ответы оперативного штаба Республики Татарстан или коллег, которые сегодня присутствуют здесь. Я думаю, что далее слово будет передано моим коллегам, и они уже о тех подробностях, которые я обозначила в качестве основных параметров, доведут информацию до вас. Спасибо. Спасибо большое, Лейла Ринатовна. Марина Александровна, какова обстановка на сегодняшний день эпидемиологическая? Добрый день, уважаемые участники пресс-конференции. Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции продолжает оставаться в Республике Татарстан напряженной. За последнюю неделю мы имеем рост новых случаев на 27%. И рост продолжается уже в течение 6 недель. И наиболее интенсивный он в течение последних 3 недель. Это 38%, 28% и 27% за последнюю неделю. Если в абсолютном числе заболевших сказать, то это 1035 случаев против 813 случаев за предыдущую неделю. И это происходит на фоне роста числа заболевших острых респираторных вирусных инфекций. И мы говорили о сезонном подъеме ОРВИ. И еженедельно мы регистрируем от 25 тысяч до 27 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. На фоне этого мы говорим о том, что праздники или выходные дни, которые должны быть направлены на уменьшение социальных контактов, и я это неоднократно повторяла на брифингах, это проведение этих дней в кругу своей семьи, на свежем воздухе, избегая массовых скоплений людей. И беречь нам нужно своих пожилых, близких людей, кто не вакцинирован или не имеет антител, или не переболел свыше 6 месяцев срок.
В этой связи эти меры, которые озвучены были Лейлой Ринатовной, я повторю. То здесь акцент делается, во-первых, на группе риска. И я еще раз обращаю внимание. Если в предыдущем постановлении правительства группа риска была 65 лет, то на сегодня мы четко видим по оказанию медицинской помощи, по течению заболевания новой коронавирусной инфекции у пожилых лиц, мы видим, что 60+, это группа риска для тяжелого протекания новой коронавирусной инфекции и возможности летального исхода в большей части случаев. В этой связи 60 лет люди должны находиться на самоизоляции, если они не вакцинированы и не переболели в течение последних 6 месяцев. Также я напомню, что в моем постановлении главного государственного санитарного врача об обязательной вакцинации также категории лиц, которые подлежат обязательной вакцинации, это люди старше 60 лет. Все остальные ограничительные мероприятия, на которых очень подробно Лейла Ринатовна остановилась, это все то, что мы с вами можем от чего отказаться на период эпидемиологического неблагополучия. Я повторяю, это период эпидемиологического неблагополучия, а не на ближайшую 1 или 2 недели. Хотя очень хочется нам всем, чтобы этот период наконец-то закончился. Это без чего мы с вами обходимся и можем обойтись. Это без развлекательных мероприятий, это без работы учреждений развлекательной инфраструктуры, без ночной работы общепита. И здесь я остановлюсь отдельно. В ранее документе правительства была разрешена ночная работа общепита при соблюдении условий, это 100% вакцинации сотрудников. Так вот, управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан на сегодня выдано 72 таких разрешения. И на сегодня мы приостанавливаем деятельность таких разрешений, о чем будут проинформированы руководители организаций и индивидуальные предприниматели. И с 30 ноября их работа приостанавливается вне зависимости от процента вакцинации их сотрудников. И понятно, что доступ на эти объекты может быть только по QR-кодам. Значит, следующее, что мы ограничиваем и что приостанавливаем, это ярмарки и выставки продажи вне торговых объектов, это в закрытых помещениях. Вы знаете, что в период выходных это очень частая практика, когда приезжают с выставками каких-либо товаров, продуктовыми или непродовольственной торговли. Поэтому это все, без чего мы можем обойтись и где не нужно рисковать здоровьем наших граждан. Ночная торговля, розничная торговля, да, ночью, тоже за исключением аптек, АЗС, все можно дождаться утра и приобрести необходимые товары. Ну и сфера развлекательная, наверное, тоже это бани, сауны и ночная работа этих учреждений. То есть вот все те меры, которые ограничительные, принимаются на сегодня Республикой Татарстан, они в первую очередь направлены на то, чтобы снизить количество социальных контактов, которые могут быть. Что касается торговых центров, здесь мы тоже ограничиваем количество, не ограничиваем, а расширяем, наверное, сферу применения QR-кода на торговых объектах непродовольственной торговли, отдельно стоящих, площадью торгового зала более 150 квадратных метров. Я тоже делаю на это акцент, не 400, а 150 квадратных метров. Более того, мы ограничиваем вход и нахождение детей в торговых комплексах без сопровождения родителей или законных представителей. Здесь тоже это не место, наверное, для скопления детей в местах торговых центров. Частый вопрос, который мне задают, и вчера вот была встреча с предпринимателями, это в части, кто входит в торговый центр. Я делаю акцент. У нас в постановлении Кабинета министров четко прописано вход и нахождение посетителей, не работников. Вот если работник торгового центра на сегодня имеет медицинский отвод, он имеет право находиться на своем рабочем месте в торговом центре без QR-кода. Поскольку согласно постановлению об обязательной вакцинации, который действует у нас в Республике Татарстан, такие сотрудники имеют право и не отстраняются от работы. У нас отстраняются от работы только лица, отказавшиеся от вакцинации на период эпидемиологического неблагополучия. На этом я бы хотела сделать отдельный акцент, потому что есть непонимание, я так понимаю, с администрациями торговых центров. Ну и касающиеся массовых мероприятий.
Здесь мы тоже вводим QR-коды на мероприятия разной направленности, на повсеместные мероприятия, где у нас это и спортивные, это и культурные мероприятия, это и театры, и выставочные мероприятия. Все нахождение всех граждан в период массового скопления только с наличием QR-кода, либо вакцинированного, либо переболевшего лица. Это с 15 ноября. И, безусловно, Роспотребнадзор будет работать все праздничные дни, выходные дни для граждан в штатном режиме, более того, в усиленном режиме контроля за соблюдением антиковидных мер, за соблюдением ограничительных мероприятий. Ну и, безусловно, учреждения образования, поскольку лагеря детские, пришкольные и загородные начинают работать и будут работать в штатном режиме с соблюдением антиковидных мер, мы тоже будем жестко контролировать. Все, спасибо. Уважаемые коллеги, я дополню то, что сказала Марина Александровна, один из пунктов ее выступления об образовательных организациях. Мы с вами понимаем, что весь этот период осуществляет свою работу ряд предприятий, учреждений, предприятия непрерывного цикла, предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность республики. Они не выходят на выходные дни в силу необходимости осуществления работы по поддержанию жизнедеятельности республики. В соответствии с этим у всех тех, кто работает, есть потребность в работе образовательных организаций разной ступени. В связи с тем, что мы ограничиваем на сегодняшний день доступ детей несовершеннолетних без родителей в торговые комплексы и торговые центры с целью предупредить вот этот разброд и шатание, если ребенок вдруг не находится в образовательном учреждении, в образовательных организациях среднего образования, в школах, работают пришкольные лагеря, работают лагеря в системе Министерства молодежи для того, чтобы обеспечить занятость детского населения в этот период. Это касается и СПО, и ВПО, то есть среднего профессионального образования и высшего профессионального образования. Коллективы дают возможность нам с этой точки зрения организовать работу, выполняя, первое, термометрию, второе, вывод в случае заболевания или наличия симптом заболевания, вывод на дистант студента и контактных лиц, дезинфекция в помещениях в период проведения мероприятий, занятий, имеется в виду именно занятий, и в системе дошкольного образования, в системе дополнительного образования, в системе школьного образования, в системе среднего профессионального и высшего образования, как один из необходимых процессов обеспечения санитарной безопасности объектов. Еще у нас с вами есть уже сложившаяся практика, связанная с использованием санитайзеров, постоянной обработки рук. Это остается в режиме работы на ближайшее время. И образовательные организации, они в этом случае обеспечивают занятость учащихся. Продолжу еще в связи с высшим профессиональным образованием. Процесс вакцинации в этих учреждениях продолжается. Министерством здравоохранения республики организуется работа выездных пунктов вакцинации студентов вузов Республики Татарстан и студентов среднего профессионального образования по взаимодействию с ректором того или иного учреждения. Эти дни позволяют нам с вами организовать этот процесс в большем объеме и в управляемом объеме. Спасибо. Спасибо большое, Марат Наилевич. Как идет вакцинация? Да, добрый день, уважаемые коллеги. Обстановка по коронавирусной инфекции в республике сложная и напряженная. На борьбу с этой инфекцией мобилизованы и кадровый потенциал состав, более 17 тысяч врачей и медицинских работников и водителей скорой медицинской помощи. И, конечно же, мобилизован коечный фонд. На сегодняшний момент в республике открыто 7,5 тысяч коек для борьбы с коронавирусной инфекцией. Из них на сегодняшний момент свободны 9,5%. Я хочу обратить еще раз внимание вас, уважаемые коллеги, на то, что сейчас сказал вице-премьер Лева Ринатовна Фазлеева, о том, что для того, чтобы управлять смертностью, надо управлять заболеваемостью. А управлять заболеваемостью у нас только два пути. Первое – это
чтобы привать и пить процесс, это то, что мы сегодня вводим определенные меры ограничения. И второе – это вакцинация. Другого пути нет. Тот слайд, который показали, очень наглядный. В Германии, в Англии, когда идет рост заболеваемости, и они все-таки сделали вовремя вакцинацию, смертность пошла вниз. У нас в Российской Федерации они коррелируются увеличением, чем больше заболеваемость, чем больше смертность. На сегодняшний момент по вакцинации хочу сказать, что открыто 170 пунктов. Все эти пункты вы знаете и видели на сайте, мы неоднократно на брифингах говорили. В этот период с 30 по 7 будут организованы мобильные группы, которые будут выезжать в организации и прививать сотрудников по месту их работы. На сегодняшний момент, на 28 октября, значит, привито 1 497 684 человека первым компонентом. Вторым компонентом 1 019 541. Да, это второе место по темпам прироста вакцинации в Российской Федерации. И процентном отношении это составляет 61,4 от того, что мы должны привить, имеется в виду 80% взрослого населения. В период этих дней вся система здравоохранения будет работать в усиленном режиме и также оказывать экстренную неотложную медицинскую помощь, плановую помощь и помощь по инфекционным заболеваниям. Спасибо. Спасибо большое, Марат Наильевич. Рустам Рафкатович, какие меры поддержки предпринимателям организованы? Добрый день, уважаемые коллеги. В период введения ограничений Министерством экономики был налажен сбор обратной связи от субъектов предпринимательства. Это и горячие линии, опросы, и обращения от бизнес-сообщества, от торгово-промышленной палаты, ассоциации рестораторов. Это позволило нам сформировать меры поддержки для предпринимательства, основанные на их пожеланиях, на потребности. Нами были отобраны наиболее проблемные и острые вопросы, ставящиеся перед нами бизнесом. Всего по каналам связи поступило более 540 обращений за это небольшое время. Отмечу, что в основном это 70% обращений поступает от представителей сферы торговли, из которых половина ведет свою деятельность в торговых центрах. По итогам опроса большинство, это 47%, отмечает падение выручки продаж. Четверть опрошенных отмечает падение посещаемости в торговых центрах. Отмечу, что в рамках сбора этой обратной связи большинство, это 63% предпринимателей, высказали, что они не испытывают сложности с вакцинацией сотрудников и отмечают высокий процент вакцинирования своего коллектива от 80 до 100%. В настоящее время полученная обратная связь также позволила выделить и ключевые запросы. Наиболее востребованными у бизнес-сообщества мерами поддержки являются финансовые инструменты. Это льготные кредиты, микрозаймы, и субсидии, безвозмездные субсидии. И второй блок вопросов – это реструктуризация кредиторской задолженности, которая сформировалась у бизнеса. По вопросу реструктуризации кредитов. Центробанк 22 октября выпустил рекомендации для кредитных и микрофинансовых организаций в целях оказания финансовой поддержки субъектам МСП, самозанятым гражданам. И рекомендовано проводить реструктуризации ранее выданных кредитов и микрозаймов, в том числе и по тем, по которым уже ранее реструктуризация проводилась, и не начислять заемщикам неустойки, пени, штрафы. Указанная мера распространяется на все кредитные, микрофинансовые организации, и включая государственные микрофинансовые организации. Данную работу мы уже в настоящее время проводим. Получить консультацию по этому вопросу можно по телефону горячей линии Фонда поддержки предпринимательства 524 90 90. Это, кстати, и телефон, на котором мы собираем предложения от бизнеса по мерам поддержки. По вопросу
поступает вопрос по ранее выданным кредитам, ФОД 3.0, так называемая программа федеральная, по вопросу продления уплаты по этому кредиту. Вот отмечу, что по данным кредитам срок выплаты наступил в этом году в сентябре-октябре. Получали весной, вот сейчас полгода прошло, надо выплачивать. В связи с чем, в соответствии с указом президента Российской Федерации 595, правительством России подготовлено предложение по внесению изменений в условия программы, которые позволяют предоставить отсрочку по уплате данного кредита еще на 6 месяцев. И таким образом, если ранее этот кредит выдавался на 12 месяцев, то теперь он будет до 18 месяцев реструктуризирован. Хотел остановиться на федеральных программах, которые предлагаются для поддержки предпринимателей. Как уже было отмечено, правительством России вводятся антикризисные меры поддержки. На данный момент они состоят из двух мер поддержки. Это возобновление программы ФОД 3.0, которая направлена на помощь субъектов, связанных с их кассовыми разрывами и необходимостью неотменяемых платежей с арендой, с налогами, с прочими затратами. И второе – это гранты в размере одного МРОТа, одной минималки. Эти гранты рассчитаны на поддержку тех предприятий, которым нужно выплачивать заработную плату в период ограничений. Вот по программе ФОД 3.0 льготные кредиты на любые обоснованные заемщиком цели под 3% годовых при условии сохранения 90% численности рабочих мест. Помимо отсрочки ранее выданных кредитов по этой программе, правительством России подготовлены изменения в условия программы, которые расширяют список отраслей. Их было 11, расширяют ее еще 6 сферами. Это стоматология, химчистка, парикмахерская, салон красоты, доп. Образование, ремонт компьютеров и услуги по уходу за детьми. И расширяют действия на предприятия, которые вновь созданы были с 1 июля 2020 года, с прошлого года. Все они могут претендовать на этот метод меры поддержки. И внесены такие изменения, как увеличение срока кредитования до 18 месяцев. И первые 6 месяцев не нужно выплачивать ни процент, ни тело кредита. Размер кредита рассчитывается, исходя из одного минимального размера оплаты труда, на одного занятого, помноженного на 12 месяцев. Прием заявок по программе ФОД 3.0 стартует 1 ноября, продлится до 31 декабря текущего года. В программе участвуют 36 российских банков, 15 из них работают на территории Республики Татарстан. Вторая программа выплаты грантов в размере одной минималки, одного МРОТа на одного работника для субъектов предпринимательства, МСП и для СОНКа, социально ориентированной некоммерческой кредитной организации из пострадавших отраслей. Как я уже сказал, для выплат зарплат сотрудникам. В данную программу включен 21 вид деятельности, в том числе общепит, гостиничный бизнес, грузы, пассажиры, перевозки, спорт, культура, развлечения, доп. Образование, ремонт компьютеров, творчество, кинотеатры, и так далее. Подать заявку на грант можно будет дистанционно через Федеральную налоговую службу с 1 ноября по 15 декабря текущего года. Выплаты будут осуществляться автоматически с 15 ноября по 31 декабря текущего года. Сегодня на заседании правительства России мы ожидаем, что будут рассмотрены соответствующие проекты постановления. Их подписание, публикация ожидается в ближайшее время. Со своей стороны мы также доведем всю эту подробную информацию о принятых решениях до бизнеса. По республиканским программам поддержки нами принято дополнительное решение поддержать неохваченную категорию бизнеса, неохваченную федеральными мерами поддержки, и которые также пострадали от введения ограничительных мер. Это в основном торговля, по которым мы фиксируем большинство обращений. Для данных сфер, а также для тех субъектов МСК, кто ведет деятельность в отраслях, попавших под республиканские ограничения, по 208 постановлению правительства Республики Татарстан, и не вошедших в федеральные программы, мы предлагаем 1% микрозайм, который уже продемонстрировал высокую востребованность в прошлом году. Микрозайм предоставляется под ведомством Министерства экономики Фондом поддержки предпринимательства.
сумма от 300 до 1 миллиона рублей. Выдается на любые обоснованные заемщиком цели, 1% годовых, но при условии сохранения 90% численности рабочих мест. Срок до 2 лет включает в себя отсрочку по уплате тела кредита на 6 месяцев и предусматривает поручительство гарантийного фонда до 50%, гарантийного фонда Республики Татарстан до 50%. Прием по 1% микрозайму стартует с 1 ноября, продлится по 31 декабря текущего года. Дальше мы будем следить за ситуацией, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, и будем рассматривать вопрос продления приема заявок. 524-90-90, еще раз повторяю, телефон, по которому можно получить консультации по этому виду поддержки. По программе субсидирования доставки еды. Для поддержки сферы общепита в этом году министерством была продолжена реализация программы субсидированных затрат, связанной с оплатой услуг сервиса по доставке продуктов питания и еды. Она была востребована в прошлом году, когда бизнес-сфера общепита вынуждена была реализовывать продукцию до конечных покупателей, прибегая к услугам агрегаторов. Ввиду востребованности программы, в следующем году мы планируем продлить эту программу, представлять субсидии и включать туда период расходов действия ограничений в этом году. В этом году Республика Татарстан реализуется адресная мера поддержки для самозанятых граждан. С 11 октября текущего года был запущен и продолжается сейчас прием заявок по программе субсидирования самозанятым гражданам расходов на их бизнес-цель, на бизнес-план на сумму до 200 тысяч рублей. Также хочу сказать, что в текущем году в Республике Татарстан на господдержку субъектов малого и среднего предпринимательства направлено финансирование на сумму 1,2 миллиарда рублей, а с учетом имеющейся капитализации институтов развития, эта сумма в этом году составила 3 миллиарда 550 миллионов рублей. Для всех субъектов МСП и самозанятых граждан доступны финансовые и нефинансовые меры поддержки, поручительство, микрозаймы, комплексные услуги по выходу на маркетплейсы, продвижение продукции, участие в выставках, ярмарках, ведение бухгалтерии и так далее, и так далее. Опять же, повторяюсь, телефон 524-90-90. По вопросу предоставления снижения или отсрочки арендных платежей. Большой запрос со стороны бизнес-сообщества, 48% опрошенных, поступает на представление снижения или отсрочки этих платежей арендных. Отмечу, что на республиканском уровне соответствующие решения приняты. Будет предоставлена отсрочка по уплате арендных платежей за аренду госимущества. В настоящее время условия программы находятся в проработке. Учитывая опыт работы пандемийный 2020 год, наша совместная задача с коллегами из министерств, ведомств, Управления Федеральной налоговой службы, банковским сообществом, муниципальными образованиями и представительством средств массовой информации обеспечить максимальное информирование и сопровождение бизнеса, чтобы каждый потенциальный получатель смог получить эту поддержку. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Спасибо большое, Рустам Равкатович. Алексей Владимирович, как будет контролироваться процесс выполнения всего озвученного? Уважаемые коллеги, министерство наше продолжает работу по контролю за соблюдением масочного режима, других ограничений, введенных постановлением Кабинета министров. Наши сотрудники ежедневно продолжают осуществлять проверки как в отношении граждан, так и в отношении должностных лиц и на объектах розничной торговли, общественного питания, в сферах услуг, в иных местах. Только за последнюю неделю было составлено более 1000 протоколов в отношении физических лиц, 124 протокола в отношении юридических, должностных и индивидуальных предпринимателей. Под нашим контролем находятся объекты транспортной инфраструктуры, общественный транспорт, такси, метрополитен и объекты железнодорожного транспорта. На объектах транспорта мы еженедельно выявляем более 600 нарушений. В связи с обращением Ассоциации автотранспортных предприятий в адрес руководства министерства мы усилили контроль соблюдения масочного режима на пассажирском общественном транспорте в крупных городах с целью выявления нарушителей. Продолжается работа по другим ограничениям, таким как запреты на предоставление услуг кальяна, на работу объектов общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий после 24:00. В октябре за эти нарушения было привлечено 22 должностных лица. Есть примеры наложения крупных штрафных санкций и приостановления деятельности организаций.
20 октября, как пример, Тукаевский районный суд приостановил деятельность индивидуального предпринимателя, который не обеспечивал соблюдение социальной дистанции вследствие ненанесения разметок. И 18 октября Зеленодольский суд наложил 2 штрафа по 100 тысяч за оказание услуг, предоставление кальянов для курения, которые были выявлены 2 и 5 октября соответственно. С учетом новых изменений, внесенных в постановлением Кабинета министров с 11 октября, которые вступили, а также ограничений, которые будут введены на период с 30 октября, Министерством активизирована работа по выявлению и документированию нарушений в отношении юридических должностных лиц и индивидуальных предпринимателей за оказание услуг, вход, нахождение граждан или некачественной проверки QR-кода при допуске в принадлежащие им помещения. Начиная с 11 октября за нарушение этих требований было составлено 312 административных материалов. Для сведения, как пример, 21 октября Советским судом был наложен административный штраф на сумму 150 тысяч рублей за повторное нарушение в отношении должностного лица кафе «Тал», которое не исполнила возложенные на нее обязанности по организации проверки наличия QR-кода на входе в кафе. Наши материалы начали поступать в суды для рассмотрения. По 12 уже принято решение о назначении штрафов. Как я уже сказал, есть примеры и по 150 тысяч, 30 тысяч, 20 тысяч. Я еще раз хочу напомнить, административная ответственность статьи 20.6.1 невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от 1000 до 30 тысяч рублей, на должностных от 10 до 50, на индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 и на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. В случае повторного совершения на граждан от 15 до 50, должностных от 300 до 500, на индивидуальных предпринимателей от 500 до 1 миллиона или административное приостановление деятельности до 90 суток, и на юридических лиц от 500 тысяч до миллиона или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Сегодня важным направлением в нашей работе является выявление и пресечение фактов изготовления, продажи и использования поддельных сертификатов о вакцинации, QR-кодов. На сегодняшний день выявлено 41 преступление указанной категории, квалифицируемые как мошенничество, мелкое взяточничество, служебный подлог, подделка, приобретение, хранение, перевозка поддельного официального документа. Заметно выросло число предложений по продаже сертификатов о вакцинации в социальных сетях и мессенджерах. И этим занимаются в том числе и мошенники, которые при получении денег свои обязательства не всегда выполняют. Но существует и деятельность реальных групп из числа посредников, предлагающих эти услуги, и должностных лиц медицинских учреждений. С учетом поступающей информации, с 30 октября нашим министерством запланированы массовые проверки, комплексные мероприятия по выявлению фактов изготовления, приобретения, сбыта и использования поддельных сертификатов о вакцинации, QR-кодов. Контрольные функции министерством будут усилены, МВД будет работать в штатном режиме, исходя из оперативной обстановки и необходимости обеспечения прав и свобод граждан. К сожалению, рынок таких услуг, о чем я вам говорю, по изготовлению поддельных сертификатов, он есть спрос, есть предложение, есть ответственность. Статья 327 Уголовного кодекса. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов. Механизм выявления, документирования и методика раскрытия этих преступлений, она существует, эффективно применяется. Уголовному преследованию и привлечению к уголовной ответственности сегодня подлежат лица за использование поддельных документов, сертификатов о вакцинации по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. В этом случае максимальное наказание – арест на срок до 6 месяцев. Таким образом, если юридическое лицо, допустившее на объект без QR-кода, подлежит ответственности по статье 20.6.1, то тот, кто приобрел сертификат нарушения установленного порядка, купил его у мошенника или вступил в преступный сговор с медработником, оформил его без фактической вакцинации и применяет его, использует для прохода на объект или в иных предусмотренных случаях, это лицо подлежит уголовной ответственности по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. К этому есть два важных дополнения. Во-первых, 22 октября текущего года Министерством здравоохранения России издан приказ
об утверждении формы медицинской документации сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции или медицинских противопоказаниях к вакцинации, перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией, и порядка ее проведения, который вступает в силу с 8 ноября текущего года, в соответствии с которым определен правовой статус сертификата о вакцинации как официального документа. Таким образом, действия по приобретению, хранению, перевозке в целях использования или сбыта, либо использования заведомо поддельного документа, предоставляющего право или освобождающего от обязанности, станут квалифицироваться по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса, наказание по которой предусмотрено в виде ограничения свободы на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до года, либо лишением свободы на срок до 1 года. Таким образом, будет усилена мера наказания и расширен перечень преступных действий. Уголовной ответственности будут подлежать не только граждане, использующие заведомо подложный документ, но и те лица, кто подделал документ в целях его использования или сбыл его, а также те, кто приобрел, хранил, перевозил в целях использования или сбыта, ну и, соответственно, либо использовал. И, во-вторых, были внесены соответствующие изменения в должностные инструкции медицинских работников и ведомственную документацию медучреждений, непосредственно ответственных за проведение вакцинации и введение сведений в портал госуслуг, для последующего получения гражданами соответствующего сертификата. Таким образом, если в преступную цепочку, в схему был вовлечен медицинский работник, действия его будут квалифицированы как должностное преступление. Согласно Уголовному кодексу, противоправные действия должностных лиц медицинских работников, связанные с изготовлением и выдачей сертификатов без фактического прививания, могут и будут квалифицироваться как получение взятки, либо мелкое взяточество, служебный подлог и халатность. За совершение данных преступлений предусмотрено различные наказания, как в виде штрафов в размере до 200 тысяч рублей, так и лишение свободы сроком до 2 лет. Поэтому обращаюсь сегодня ко всем, в первую очередь к тем, кто злоупотребляет существующим положением вещей, не подставлять медицинских работников и не подводить себя. За эти деньги человек не то чтобы сертификат покупает, не исключено, что в эту сумму он жизнь свою оценивает и рискует оставить неизгладимый след в своей личной биографии. Спасибо, коллеги. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Айнур Газинурович, если возникают вопросы, куда за разъяснениями обращаться? Добрый день, уважаемые коллеги. Вначале хотел бы сказать, что постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров номер 208 от 19 марта 2020 года о мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции официально опубликован на официальном портале правовой информации Республики Татарстан за номером 1006 от 28 октября 2021 года. Соответственно, более подробно вы можете с данным документом ознакомиться там. По поводу обращения, они до сих пор к нам поступают. Мы в Министерстве юстиции оперативно рассматриваем все обращения граждан и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, в случае разрешения оперативных вопросов есть телефон горячей линии 222 60 60. Спасибо большое. Коллеги, сразу предупрежу, у нас время очень ограничено. Вопросов очень много. Все вопросы, которые к нам поступили, мы передадим обязательно в оперативный штаб. Все, что сейчас успеем. Вопросы, пожалуйста. Рахматульна Адель, издание «Казанфест». Скажите, пожалуйста, будут ли какие-то комендантские часы для населения? Нет. Какой комендантский час? У нас запрещена работа с 23 объекты, которые обозначили. Нет. Вопрос от распространителей, издателей печатной прессы. Есть ли ограничения по работе в период с 30 по 7 ноября киосков по продаже печатной прессы, в том числе расположенных в торговых центрах? Администрация торговых центров уже угрожает не пустить. Нет. Нет, они продолжают работать, если они работают. Спасибо. Спасибо. Вопросы. Бизнес-онлайн. Газета «Бизнес-онлайн», Роман Колесников. Позвольте двум спикерам задам вопрос. Первый вопрос Один вам. вопрос, пожалуйста, очень много желающих. Лейдер, насколько я правильно понял, что предприятия могут выводить такое количество сотрудников, которые они посчитают нужным для себя? То есть ограничений какого-то по числу сотрудников нет. Все предприятия могут работать. Вы сами ответили на свой вопрос. В принципе, предприятие выводит то количество людей, которые обеспечивают жизнедеятельность объекта. Спасибо. Эфир.
Артем Логинов, эфир. Лейла Ринатовна, вот у меня уточнение по поводу постановления. Тут сказано, что проведение организациями и индивидуальными предпринимателями зрелищно-развлекательных мероприятий. Да. А вот в театрах как это будет организовано? Понятное дело, что вот там ниже сказано, что только 50%. Да. Разве это не подходит под понятие зрелищных мероприятий? Выступления в театре, допустим, еще где-то? Марина Александровна на этот вопрос квалифицированно сейчас объяснит, расскажет. Мы уже неоднократно и в прошлый раз об этом говорили. Марина Александровна, пожалуйста. Нет, театры мы причисляем к культурным мероприятиям, Учреждение. это Разный учреждение вид культуры, мероприятий. поэтому для театров и кинотеатров, цирков у нас предусмотрен отдельный пункт постановления Кабинета министров, и просим на него ориентироваться. Зрелищно-развлекательное, но это концерты, показ мод, концерты. я не знаю, какие-то фестивали. То есть это все то, Уважаемые что... коллеги, для того, чтобы правильно мы с вами все действовали, нам необходимо разводить вот эти понятия. Развлекательное мероприятие и культурное мероприятие. Соответственно, в указе президента Российской Федерации регионам поручено установить режим работы учреждений культуры, не учреждений развлекательных, а учреждений культуры. Ровно так же, как когда мы с вами определяем, какая категория по какому пункту постановления действует, нужно немного внимательно посмотреть постановление, более внимательно, и вы увидите, что разница между учреждениями абсолютно точно имеется. Развлекательные мероприятия – это концерты с массовым пребыванием людей, артистов эстрады, это фестивали, это большие, огромные концертные мероприятия с массовым пребыванием людей. Для культурных учреждений нами определен период работы. Спасибо, ГТРК. ГТРК, Алмаз Хакимов. Алексей Владимирович, вам вопрос по QR-кодам. То есть, смотрите, человек приходит, показывает QR-код, у него спрашивают паспорт. Не все готовы его предъявить. И насколько правомерны сотрудники ЧОП, имеют ли право требовать в тех же фитнес-центрах, в торговых центрах? Заложена норма, которая предусмотрена обязанность самого лица подтвердить принадлежность документа путем предъявления документа, удостоверяющего личность. Не хотите, не подтвердили, использовали не свой документ, вас не пустят, вы не пройдете. Потому что в ином случае, если охранник не удостоверился, не пропустил, он несет ответственность юридическое лицо. При определенных обстоятельствах я еще не исключаю то, что мы будем еще оценивать действия и хозяина, лица, которые используют не свой, чужой, либо, как я уже сказал, абсолютно подложный документ. Спасибо, Татаринформ. Здравствуйте, Елена Киселева, Татаринформ. Да, тоже в МВД вопрос. Самоизоляция для людей старше 60 лет будет ли как-то проверяться и будет ли наказываться, если на улице сотрудник полиции или Росгвардии встретит человека старше 60 лет без прививки и не переболевший? Конечно же, мы будем отслеживать, но будем рекомендовать нашим пожилым гражданам все-таки придерживаться установленных требований, установленного режима соблюдения. В документе четко указано, где и как и что. Спасибо. Спрашивают, будут ли работать столовые. Они считают, что вот ежедневная потребность у людей в пище есть. Столовые, которые обеспечивают режим работы на объекте организации, они работают в своем режиме. Учреждения общепита работают по установленным в постановлении нормативам. В ночное время они не работают, в дневное время они работают с предоставлением QR-кода. Спасибо. Ваш вопрос. Оксана Сотник, ТАСС. Подскажите регламент работы КХЛ и РПЛ. Матчи, которые запланированы, они будут без зрителей проходить или с каким-то ограничением по количеству? У нас на сегодняшний день постановлением абсолютно четко регламентируется проведение таких мероприятий. Для этого необходимо, для того, чтобы такие мероприятия проводились, у нас с вами необходимо, первое, вакцинация сотрудников, которые организуют. Второе, у нас необходимо обязательное согласование проведения этих матчей и количества зрителей с республиканским штабом по предотвращению коронавирусной инфекции и с Роспотребнадзором Российской Федерации и с обязательным наличием QR-кода. Опять-таки, уважаемые коллеги, дабы выполнить эти три мероприятия, сегодня регулярные матчи проводятся, и понятно, что все заинтересованы в том, чтобы они проходили, поддержка сборной.
У нас на сегодняшний день установленный норматив руководителям санитарной службы Российской Федерации, это 30%, и выше этого мы не поднимаемся, и у нас с вами QR-коды. Уважаемые друзья, очень много вопросов, связанных с тем, что QR-код ограничивает возможности, как зайти, как вот Алексей Владимирович говорит, как вот подделать. Он очень четкую, хорошую фразу сказал. Цена этого QR-кода в случае, если мы нарушаем наше общее пространство, пространство друг друга, не дай бог заболеет кто-то в результате нашего с вами заболевания, цена этого человеческой жизни. Сейчас это абсолютно четкая, понятная стоимость. Поэтому не стоит пренебрегать вакцинацией QR-кодом для того, чтобы удивиться и удивить всех остальных своей находчивостью. Мне как раз, пользуясь случаем, наверное, обращусь, когда одно из изданий написало, что вот наш корреспондент прям вот проник на объект вопреки всему. Молодец. Но только таким образом он может заразить другого человека в том числе. И самое главное сейчас понять, что этот период страна не переживает каждый человек отдельно. Вот как никогда сейчас страна должна быть, регион, все вместе в том, чтобы противостоять. Это время никогда, ни в какую эпоху не будет простым. Никогда, никакой QR-код не будет восприниматься положительно. Никогда, потому что это наш с вами уровень выхода из зоны комфорта. Это некомфортно и не будет комфортно. Но в результате этого некомфорта мы с вами подвергаем риску 60+ своих родителей. Мы с вами подвергаем риску самих себя. А у нас, у многих с вами и дети, которые, я думаю, счастливы иметь здоровыми родителей. Не буду агитировать, но я попрошу, в том числе средства массовой информации, воздержаться от вот такого комментария, когда «а мы проверили, а прошел или не прошел». Замечательно. Проверили? Здорово. Проинформируйте, скажите. Мы продолжим работу дальше по тому, чтобы более жестко наблюдать за соблюдением предоставления QR-кода. И Алексей Владимирович еще говорил один параметр, который я хотела бы обозначить. Уважаемые коллеги, в предыдущем постановлении у нас было с вами прописано, что оказание услуги производится по предоставлению там QR-кода и так далее. Будьте, пожалуйста, все очень внимательны к тому, что сейчас это вход и нахождение. Соответственно, на входе мы всех просим предоставить QR-код и документ, который обозначает принадлежность кода тому или иному человеку. Я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто сам, приходя, не спрашивают, но показывает QR-код. Всех тех, кто заинтересован в своих друзьях и, идя в то или иное кафе, или идя в тот или иной ресторан, или посещая тот или иной объект, действительно спрашивают, а у тебя есть QR-код? Для того, чтобы мы пошли вместе. Это забота. Нас природа сегодня учит заботиться друг о друге. Мы заботимся тем самым друг о друге. Вот этот момент, наверное, нам нужно с вами действительно всем понять, и в том числе тем, кто о этой ситуации пишет. Есть еще один момент, который я бы обозначил, коллеги. Внутри выходных дней у нас с вами есть, поскольку мне коллеги Министерства труда и занятости как бы сигнализируют, что обозначить, что в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации у нас с вами 4 ноября, День народного единства. Видимо, как никогда мы подтвердим День народного единства своим единством. 6 ноября, День Конституции Республики Татарстан. Это уже сразу изначально нерабочие дни, которые установлены документами Трудового кодекса, материалом Трудового кодекса. Просто напомнить. Спасибо. Ваш вопрос. ТНВ, Рамиль Галиуллин. Скажите, пожалуйста, изменится ли вот в эту нерабочую неделю график работы общественного транспорта? Если да, то как? И на междугородних рейсах отразится это или нет? Нет, не изменится. Поручений по изменению работы общественного транспорта не было. Спрашивает, можно ли работать автосервисом по замене шин?
Автосервис по замене шин у нас с вами, коллеги, может быть тем, в который больше 150 квадратных метров. В него однозначно можно будет зайти с предоставлением QR-кода, и он осуществляет свои услуги. Я думаю, что там не огромный объем специалистов. Минимизировать людей, учитывая погоду, нужно действовать грамотно, логично и по ситуации, связанной вот с обеспечением в данном случае работы. Спасибо, заканчиваем. Давайте последний вопрос ваш. Здравствуйте, такой вопрос. Сейчас задам его на татарском, потом продублирую на русском. Марина Александровна, так, статистика саннары киметтеп күрсәтелү дөресме? Моның бит бер файдасы да юк. Чын саннары күрсәтелгән халык вакцинасы тизрәк ясатыр иде. Правда ли, что статистику занижают, ведь это неэффективно, так как, зная истинные цифры, люди быстрее бы вакцинировались? Я приглашаю вас, волонтеры, на объекты МФЦ, Б, учреждения здравоохранения и для работы по развозу препаратов для пациентов на амбулаторной сети. Вы все сами увидите. Welcome. Нет, я отвечу. Спасибо. Вы знаете, я неоднократно на этот вопрос отвечаю. Вас просто не всегда, вы не присутствуете на пресс-конференциях. Еще раз говорю, значит, у нас статистика идет из ковид-подтвержденных случаев методом ПЦР-обследования. Кроме этого, есть пациенты, у которых ПЦР не подтверждается. Это пациенты, которые с пневмонией. И когда вирус, новой коронавирусной инфекции опускается в нижней части легких, и его не может быть при мазке. В этом случае лечение оказывается системой здравоохранения совершенно подобное лечение, так же, как и лицам с подтвержденным ковидом. Эти лица попадают также в стационары. Кроме этого, оказывается медицинская помощь в период подъема, сезонного подъема ОРВИ и лицам с ОРВИ, потому что всех лиц с любой вирусным проявлением инфекции, вы знаете, что у COVID-19 нет на сегодня каких-то характерных симптомов, которые именно позволяют поставить диагноз ковид, обследует на новую коронавирусную инфекцию. И в этой части у здравоохранения тоже большая нагрузка. То есть мы сейчас говорим о заболевших и ковид-подтвержденном, и ковид с подозрением, и внебольничными пневмониями, выраженными другими бактериями и вирусами, и в целом всей группы ОРВИ. Но вы говорите, что если бы было больше случаев, больше вакцинированных. А вы возьмите другие регионы, где много случаев. В целом охват вакцинации упал в целом по стране, не только в Республике Татарстан. Да, в Республике Татарстан он упал там в 10 раз по сравнению с летом, даже может быть больше, Марат Наильевич. Но он в целом упал и в целом по стране, где регионы с более неблагополучной ситуацией. И нужно понимать, что если в этих регионах количество случаев подтвержденных ковид, ну, к примеру, давайте возьмем 500, то надо понимать, сколько случаев у них с подозрением на данное заболевание. И об этом я тоже неоднократно разъясняла. Спасибо. Вот Алексей Владимирович тоже приглашает. На самом деле, не иронизируя, я молодежная организация, абсолютно все приглашаю к взаимодействию по 3 направлениям волонтерской деятельности сегодня. И с удовольствием, на самом деле, мы вместе будем работать. И Алексей Владимирович сейчас добавил, что, в принципе, вы можете принять участие и в рейде. Это тоже ваш опыт в этой работе. Спасибо большое, уважаемые журналисты, уважаемые спикеры. Все вопросы мы отправим в оперативный штаб, которые не успели задать. Мы закончим. Дорогие коллеги, спасибо, здоровья.